Это Prime Time в студии Эльмаса Блакимова. Сегодня мой гость Родион Исмедляев, президент региональной общественной организации содействия становлению культурного единства граждан «Крымско-татарское общество». Здравствуйте, салям алейкум. Салям алейкум. Алейкум салям. Рада приветствовать вас в студии. Вы у нас впервые. Расскажите, пожалуйста, о своей организации. Что это за организация? Наша организация была зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2018 году. Основной деятельностью организации это создание зон притяжения крымских татар для объединения и, наверное, культурного единения, я бы так сказал, да? У нас очень много проектов, которые мы уже реализовали, и очень много проектов, которые у нас впереди. Сейчас мы готовим проект памяти, посвященный крымским татарам, которые защищали Санкт-Петербург в годы Великой Отечественной войны, блокадный Ленинград. Можете поподробнее об этом рассказать, пожалуйста? Что это за проекты и действительно ли огромное количество крымских татар в годы Великой Отечественной войны участвовали в боях в Санкт-Петербурге? Идея пришла, когда я стал интересоваться, вообще крымские татары принимали участие в защите блокады или нет, блокадного Ленинграда. И я, честно говоря, не смог найти ни одной информации, по крайней мере, вот в интернете, где об этом бы говорилось. Но мне, как Бог дает людей, которые помогают вот в нашей деятельности. Я познакомился с директором музея крымско-татарского Софией Люмановной. Мы эту тему затронули, и вот благодаря ее работе музея на сегодняшний день мы нашли 211 крымских татар, принимавших участие в защите блокадного Ленинграда. Из них 84 – это офицеры. 3 из этого списка захоронены на мемориальном кладбище, на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. 2 из них в общих могилах и 1 отдельно. Я в свое время разговаривал с заместителем директора мемориального кладбища и поинтересовался, братские могилы понятно, а вот люди, которые похоронены отдельно, кто они, почему их отдельно похоронили? Вот он сделал какую-то такую небольшую паузу и коротко сказал: это люди-легенды. От услышанного, я думаю, у любого человека, который относит себя к крымским татарин, да, он, наверное, воодушевится, да, что в принципе и происходит. Я вот уже озвучивал, что зона притяжения, мы вот благодаря найденной информации о защитниках, уже есть договоренности с администрацией Ленинградской области, и на Невском пятачке есть интернациональная аллея славы, где города, представители какой-то национальности, они ставят памятник в честь своих земляков на Невском пятачке. Вот на сегодняшний день у нас есть зарезервировано место именно под крымских татар, которые принимали участие в защите блокадного Ленинграда. Но это не весь список, так как у нас еще мы не смогли найти защитников из числа крымских татар, которые служили на флоте. То есть этот список, он в любом случае увеличится. Будет пополняться и работа будет продолжаться. Да, скажите, а когда появится вот монумент на Аллее Славы? Сейчас мы в поисках финансирования, да, в принципе, все готово, формальная документальная часть, она есть. Так как вот в связи с пандемией, опять то, что сейчас у нас вообще в мире происходит,
не дало возможность реализовать это ранее. Ну, я думаю, в ближайшее время это произойдет. То есть в скором времени в самом сердце Санкт-Петербурга появится памятник крымским татарам, которые принимали участие в защите города. Да, так точно. И на самом деле вот связь Крыма и Санкт-Петербурга, она вот не только ограничивается Великой Отечественной войной. Если мы возьмем 812 год, крымско-татарский эскадрон принимал участие в защите Санкт-Петербурга, в обороне Санкт-Петербурга. И этому есть документы, есть факты. Вот, например, в Санкт-Петербурге, на обводном канале Дом 33, это бывшая казарма крымско-татарского эскадрона, где внутри находится мечеть, находилась, по крайней мере, да, сейчас оно в таком полуразрушенном состоянии. И это здание было построено на средства именно крымских татар, собранных в Крыму. То есть есть документальное подтверждение. Еще в XIX веке. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о деятельности касаемо сохранения исторической, да, части. Что по сохранению традиций, культуры крымских татар? Какая работа ведется в вашей организации в Санкт-Петербурге? Вот я уже говорил, что мне как вот Бог дает, я встречаю людей, которые, ну, наверное, болеют и хотят помочь, да. Когда я вот говорю, что я вот представляю крымско-татарское общество и озвучиваю какие-то вопросы, очень много людей идут навстречу и помогают. Я вот таким образом познакомился с бывшим директором Российского этнографического музея в свое время. Мы долго с ним разговаривали. Он мне поведал историю о том, что как сохранились экспонаты, которые находятся сейчас в хранилище Российского этнографического музея. И у меня там даже были такие мурашки по телу, что в свое время, оказывается, был приказ об уничтожении экспонатов, принадлежащих крымским татарам. Это после депортации. И у меня уже есть в голове некий план о, наверное, благодарности всем тем людям, которые приняли участие в сохранении этих экспонатов. Дело в том, что первый директор этнографического музея в тот момент, когда вот был издан такой приказ, он крымско-татарские экспонаты спрятал под другие национальности, просто переписали. Да? Да, там какие-то, может быть, со временем золотые украшения пропали, но что-то все равно осталось. И вот 3 года назад возникла идея о создании крымско-татарского каталога одежды. Да? Сейчас, в данный момент, у нас есть сигнальные 2 экземпляра, где показана не только культура вот, крымских татар, да, но чем жили крымские татары, какая у них там была утварь, во что они одевались. Это на самом деле очень интересно. И когда я первый раз мне привезли и передали с издательства 2 экземпляра, ну, наверное, не передать было внутреннее состояние, да, что вот мы 2,5 года, это Российский этнографический музей, это Крымско-татарский музей культуры, это издательство. 2,5 года работали над материалом. В итоге в свет вышла уникальная книга с точным указанием, где были приобретены или получены эти экспонаты, у кого, в каком селении. А уникальность составляет в том, что там есть подробное описание. Вот я
так как я общался с директором этнографического музея, подобного каталога ну, пока нет ни у кого. Вот мы первые, которые смогли это сделать. Ну, судя по всему, действительно, это очень интересно и уникальный, опять же, каталог, но можно ли его, не знаю, взять в библиотеках или где-то приобрести? Пока нет. Сколько это экземпляров? только 2 экземпляра мы сделали. Сейчас мы в поиске мецената для того, чтобы пустить в тираж. Сам экземпляр уже в тираже будет в твердом переплете, там другая фактура бумаги будет, более красочная. И, естественно, мы на первую страницу вот сейчас оставили пустой для того, чтобы потом опубликовать, кто принимал участие в издании этой уникальной книги. А много ли вообще крымских татар проживает сейчас в Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге, по информации Комитета по межнациональным отношениям Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области порядка 5000 человек. Достаточно такая весомая Да. цифра. Скажите, какие дальнейшие планы вашей организации? Что будете делать? У нас на самом деле очень много планов, связанных с, именно вот я уже озвучил, что созданием зон притяжения, да? Потому что для... Создание зон притяжения достаточно так обширно сказано. Давайте мы конкретизируем. Ну вот я уже озвучил, да, что сейчас мы готовим проект на стадии там, завершения, да, это увековечение памяти крымских татар, защищавших. Это тоже зона притяжения. Да. У нас есть планы на обводном канале Дом 33, где была казарма эскадрона крымских татар, повесить табличку, да, что это здание принадлежало в свое время эскадрону крымских татар. Потом у нас есть, опять-таки, вот мы в свое время разговаривали с директором этнографического музея, у нас было в планах открыть крымско-татарское пространство в Российском этнографическом музее. Сейчас этого нет, но все подсказывает, что это возможно сделать. Да. Я думаю, ну, если не вот сейчас, то в ближайшее время оно все равно произойдет. Есть желание, есть люди, которые помогают, это осуществится. Возвращаюсь вот к вашему изданию. Скажите, есть уникальные фотографии, копии документов, да? Какой интерес они могут представлять для культурного и исторического общества? Ведь в этих документах и в этих фотографиях как раз и говорится о жизни крымских татар, о культуре. Да? Там ведь подробно описывается вот, культура, она в чем состоит? В том, ну, начиная с быта, да, как люди готовили, да, как они готовились к праздникам, какая у них одежда была. Спасибо вам большое за диалог. Это был Prime Time. До встречи.